Добрый вечер, Республика! В эфире детские новости. Новости для тех, кому еще есть куда расти во всех смыслах этого слова. В студии для вас работаем мы, Абдулмалик Мадаев и Хадижа Акаева. В этом выпуске программы мы отправимся в Центр детского творчества города Аргун и познакомимся с Жасмин Саутаевой. Где живет самая большая в мире корова? Чем пахнет самый большой цветок? И как зовут самую маленькую в мире лошадь? Ответы на все эти вопросы в рубрике «Самое-самое». Наши маленькие эксперты поделятся своим особым мнением о необычных привычках животных. Дорогие друзья, не пропустите, это будет интересно. Ну и в самом конце нашего выпуска вас ждет сюжет Абдулмалика о мастерах компьютерной графики. В начале декабря все графисты отмечают свой профессиональный праздник. Но обо всем по порядку. Итак, мы начинаем. Для вас поет замечательная маленькая звездочка Саутаева Жасмин. Встречаем. Ни одно праздничное мероприятие в городе Аргун не обходится без выступления Жасмин. 30 ноября вместе со своими маленькими друзьями девочка поздравила всех матерей с их замечательным праздником. Жасмин занимается сразу в нескольких кружках Аргунского дома детского творчества. Жасмин, расскажи, а кто тебе дал такое красивое имя? Мне это имя дали сестра с братом. Мне очень нравится это имя. Расскажи, а когда ты вообще в первый раз пришла в Дом детского творчества? Я сюда пришла учиться 5 лет. Я здесь учусь 4 года. Я здесь занимаюсь в кружке и песни пою, и там какие-то конкурсы у нас бывают. У Жасмин и других воспитанников Дома детского творчества немало грамот и других наград. Несколько раз в неделю ребята занимаются в театральном кружке, внимательно работают над каждым словом и даже жестом. Только так можно добиться хорошего результата. Soyuq школе зайош, харбис бартвел эт. Безун бу адышук, ши аня бехтан болдербук. Мож о писал балбак швельет хайхи хархвай. شي أنت شي تعشقول all أسبقول all خو أنت قو تعشقول all أسبقول all داغ أزمدالك دل مقردات سرتي بإتسوج أو ديشخج. На сцене маленькая артистка чувствует себя очень уверенно, поэтому ответ на вопрос, кем ты мечтаешь стать, стал для нас полной неожиданностью. Я люблю петь и выступать, но когда я вырасту, хочу стать врачом. Я хочу лечить детей. Родные и близкие Жасмин всегда поддержат ее, какой бы выбор она ни сделала. Никто из нас не знает, что будет завтра с нами, кем мы станем, но в этой девочке есть талант, она развивается с каждым днем здесь. Это для нее очень большой плюс, она очень общительная, радостная, и это идет ей на пользу. А вот кем она станет, врачом или же учительницей, мы не знаем. Ну а пока Жасмин всего 9 лет, а это значит, в ближайшие годы она вместе с подругами продолжит заниматься любимым делом и будет выступать на сцене. А мы продолжаем. Самое время рассказать вам о нешуточных рекордах. Где живет самая большая в мире корова? Чем пахнет самый большой в мире цветок? Немного терпения, и вы все узнаете, дорогие друзья. Самой большой коровой в мире стала Белсом из американского штата Иллинойс. Размеры буренки действительно впечатляют. Ее рост почти 2 метра, а весит Белсом чуть меньше тонны – 900 килограмм. Корова принадлежит Петти Хэнсон, которая всегда знала, что ее Белса станет звездой. Блоссом мой друг, ей 13 лет, она голштинской породы, и она недавно была занесена в книгу рекордов Гиннесса как самая высокая корова. Блоссом никогда не принимала гормонов и стероидов. Я знаю, много людей так думают. Петти просто обожает свою корову. Она говорит, что Белсом все понимает, как собака, но, конечно, собака-переросток. Хозяйке нравится, что ее буренка заставляет людей удивляться и улыбаться. Петти хочет, чтобы как можно больше людей узнали о том, какая у нее необыкновенная корова. Она даже собирается написать детскую книжку о жизни и приключениях Белсом. Чтобы увидеть самый большой цветок в мире, тысячи людей выстроились в очередь к ботаническому саду города Вашингтон. Мало какое растение пользуется такой популярностью, ведь цветок со сложным названием Аморфаус титанический не только самый большой в мире, есть у него еще одна особенность.
Хорошо, что камера не может передавать запах. Аромат у цветка, поверьте, не самый приятный. А вот желающим взглянуть на цветок своими глазами приходится терпеть. Растение напоминает огромный кусок гниющего мяса и пахнет почти так же, как тухлые яйца или рыба. Я постоянно чувствовал неприятный запах и думал, ух ты, вот это да. Вообще мне не так часто приходится ощущать запах тухлого мяса. Даже просто смотреть на этот цветок здорово. Аморфалус – это очень редкий цветок, а растет он лишь в непроходимых душных джунглях или специальных теплицах. Цветет он примерно раз в 10 лет, притом всего сутки, максимум 2. Поэтому людям так не терпится хотя бы разок взглянуть на зловонное чудо-растение. Тоже мы все время о самых высоких и самых больших. Давайте о самых маленьких. Например, о самой маленькой в мире лошадке, которая живет в Англии. У такого необычного животного и кличка должна быть необычной. Знакомьтесь, это Эйнштейн. Крохотная лошадка весит всего 28 килограмм. Но не подумайте, Эйнштейн не карлик, у него нет никаких отклонений. Просто он из породы миниатюрных лошадей, то есть очень маленьких. И так получилось, что он даже еще меньше, чем его сородичи. Родители Эйнштейна были вполне нормальных размеров. Папа ростом 82 сантиметра, а мама 78. А вот их ребенок уже никогда не будет выше 50 сантиметров. Вот так всегда. Если маленькая лошадь, то слабая. Если большой цветок, то воняет. Или еще какой-нибудь недостаток. Ага, я надеюсь, у самой большой коровы хотя бы молоко пить можно. А то, мало ли, вдруг пахнет, как цветок, тухлой рыбой. Да уж, в мире растений и животных много всего непонятного. Вот почему комары пьют кровь или крокодилы плачут. А ты знаешь? Нет, зато я знаю тех, кто знает все. Ну или почти все. Дорогие друзья, передаем слово ребятам. Зачем слону нужны такие большие уши? Чтобы хорошо слышать. Если дождик пойдет, они могут закрыть уши и все. Чтобы быстро бегать. Слон большой, уши должны большие. Чтобы похоже быть на других слонов. Чтобы громко слышать. Почему крокодилы иногда плачут? Их кто-то обидел. Потому что им грустно. Потому что они злые. Они никого не поймали, чтобы сожрать. У них живот болит. Потому что их никто не любит. Откуда у змеи берется яд? Она его сама делает, чтобы охотиться. Она сама его делает, чтобы всех животных кушать. Страшные зубы в зубах он. Им кто-то его дает. Зачем животным нужен хвост? Животным нужен хвост, чтобы они были красивые. Чтобы как-то нанять. Чтобы никто не смеялся. У нас вот такие хвостики. А животные свои. Чтобы они были красивыми. Почему комары пьют кровь? Чтобы они не умирали. Они очень злые. Это их вода, чтобы им хорошо было. Они вампиры. Потому что это их еда, и кровь им очень нравится. Зачем осьминогу столько ножек? Чтобы быстрее ходить. Чтобы хорошо плавать. Чтобы его никто не догнал. Хорошо плавать. Чтобы ползать быстро. Чтобы быстро плавать. Почему черепаха живет в панцире? А у нее дома нету. И у другого домика нет. Что ее никто не съел. Она такая родилась, чтобы прятаться от солнышка. Если бы у них не было панциря, негде было бы жить. Как гусеница превращается в бабочку? Она вылезает какой-то штукой и становится бабочкой. Она ложится спать и просыпается бабочкой. Постепенно. Они пускаются от этого кокона и ищут себе другой дом. Почему зимой некоторые животные впадают в спячку? И это очень устаешь отдохнуть.
потому что им холодно. У них кушать больше нечего, поэтому они спать легли. Я тут подумал, если для комаров наша кровь – это вода, это же ужасно. Получается, мы должны терпеть, пока они напьются? Ты как хочешь, а я ждать точно не собираюсь. Пусть комары от меня держатся подальше. Если бы я был комаром, я бы точно от тебя держался подальше. Так, комар, объявляй тему следующего сюжета, а потом можешь лететь куда хочешь. Следующий сюжет о компьютерной графике. Смотрите. Кто может построить город за считанные секунды? Кто может заставить исчезнуть большой дом? Или за один короткий миг вырастить высокое дерево? Да уж, такое под силу лишь настоящему волшебнику. Ну или человеку, который занимается компьютерной графикой. 3 декабря все графисты отмечают свой профессиональный праздник. Почему именно 3 декабря? Дата, конечно, выбрана не случайно. Она единственная в году, которая начинается с важных символов. 3D. Сами графисты называют его Днем 3D-шников. 3 декабря – это праздник людей, которые занимаются 3D-графикой. Я сам узнал о нем где-то года 2 назад. Я вообще не знал, что такое существует. И отмечаю я его обычно, сидя за 3D-программой. Делаю свои любимые вещи, ну, как сейчас, например, я делаю машину. Это меня очень расслабляет, и это мой отдых. Магомед Баймурзаев делает компьютерную графику уже 8 лет. В детстве он и подумать не мог, что будет заниматься этим. В то время он даже не знал, что это такое. Так получилось, что я один раз пошел покупать очередную игру для компьютера и наткнулся на диск с программой 3ds Max. Я, честно, не знал, что это, почитал и увидел, что там написано, что с помощью этой программы создавались мультфильмы, в том числе и Шрек. Мне это очень понравилось, я взял диск, пошел домой, потом купил книгу и начал изучать, и так все пошло. Благодаря мастерам-графистам делать кино и мультики стало гораздо проще. С их помощью все невозможное стало возможным. Если по сценарию зимой режиссеру нужно будет, чтобы расцвели розы, они расцветут. Если нужно, чтобы человек полетел, как птица, он обязательно полетит. 3D-графика дает много возможностей современным аниматорам, людям, которые создают мультфильмы. Они могут делать эффекты, которые они не могли делать на листке бумаги, которые они не могли нарисовать. Чтобы сделать такого персонажа несложного, мультяшного, ну, может уйти день-два. Качественно, чтобы это сделать, ну, нужно около недели, чтобы со всеми текстурами, со всем, чтобы его можно было взять и поставить в мультфильм. На всемирно известных анимационных студиях над мультфильмами работают целые команды графистов. Тщательно продумывается каждая деталь, даже то, как герои мультфильма улыбаются или моргают. Но о впечатляющих сценах с полетами и погонями, и даже битвами и говорить нечего. Маленьким зрителям наверняка понравится результат долгой работы. Графист легко может отправить человека в прошлое. Ой, нет, лучше в будущее. Ну ладно, ладно. Зря ты к динозаврам не захотела, ты бы с ними точно подружилась. У нас время эфира заканчивается, лучше не начинай. Верно. Дорогие друзья, время нашего эфира подошло к концу. Обязательно увидимся на следующей неделе. Всего доброго!